Бог говорит вам, что пришло время снова улыбнуться. Всегда помните, что вы не одиноки в этом. Позвольте мне помочь вам. Мои ангелы с вами и защищают вас. Расслабься и верь в меня. У меня на тебя прекрасные планы. На самом деле, вам нужно снова волноваться, потому что планы, которые у меня на вас, больше, чем вы можете себе представить или попросить. Лучшее еще впереди. Если вы доверяете Богу, покажите свою благодарность Иисусу, поставив лайк этому видео. Благословения будут следовать за вами. Ангелы защитят вас, Святой Дух будет вести вас, и к вам придет исцеление. Никакое кованое оружие не будет процветать, ваши финансы умножатся, ваш урожай приближается, вы защищены и направлены, и все ваши потребности будут удовлетворены. Всегда доверяйте планам Бога, вы на правильном пути, и Он ведет вас к важным возможностям и большому успеху. Продолжайте усердно работать и наблюдайте, как воплощаются ваши мечты. Бог говорит, что грядут перемены, которые дадут возможность найти вас. Неожиданные благословения придут к вам внезапно, вы встретите нужного человека, ваше здоровье улучшится, и у вас будет достаточно денег, чтобы оплатить все свои счета и сделать что-то дополнительное для своих детей. Сегодня я поворачиваю ситуацию в вашу пользу. Бог говорит вам, что для вас вот-вот откроется новая дверь. Проблемы, с которыми вы сейчас сталкиваетесь, скоро закончатся. Вскоре вы получите лавину возможностей и благословений, которые проложат вам путь. Будьте терпеливы и доверьтесь моему выбору времени, потому что это вот-вот произойдет. А мой дорогой Бог, пожалуйста, укрепи тех, кто устал держаться, и тех, кто чувствует себя забытым. Передайте сообщение, чтобы обновить надежду во имя Иисуса. Аминь. Дайте ему знать, что вы здесь, если ваши глаза видят это сообщение, это потому, что Бог обращается непосредственно к вашей израненной душе. Он привел вас к этому посланию, чтобы вы знали, что Он открывает для вас путь прямо сейчас, возможность, которой у вас никогда раньше не было. Он исцелит ваши натянутые отношения. Так что стойте твердо в вере, потому что ваш прорыв приближается. Вам не придется ни о чем беспокоиться, потому что Бог пошлет своих ангелов защищать вас, куда бы вы ни пошли. Не позволяйте вещам, находящимся вне вашего контроля, раздражать вас, вместо этого позвольте Богу справиться с ними. Молитесь обо всем, что вам нужно, и будьте благодарны за все, что Он сделал для вас. Помните, что одна из самых сильных молитв, о которых вы можете молиться, это сказать: «Боже, это не моя воля, но Твоя воля». Оно может изменить любую ситуацию и превратить слезы, боль и бессонные ночи, которые вы переживаете, во что-то, что сделает вас сильнее. Держитесь за руку Бога, ведь Он всегда с вами. Через несколько месяцев вы станете лучше духовно, физически и умственно. Если вы верите в это, требуйте Божьего финансового благословения. И если вы не там, где вам нужно быть, попросите Бога вести вас туда, чтобы вас не беспокоило, знайте, что у Бога есть план, и Он больше, чем ваш страх и ваши препятствия. Не отказывайтесь от своей мечты, потому что Бог собирается восстановить вас, исцелить вас и открыть для вас путь. Будьте готовы и будьте благодарны уже сейчас, ведь в вашем хламе уже давно что-то ломается. Бог собирается выйти за рамки того, что вы себе представляете. Бог говорит вам сегодня, что вы вступаете в новый сезон, в котором все начнет идти своим чередом. Пришло время вам получить Его благословение в широком смысле. Так что будьте благодарны за то, что жизнь предлагает второй шанс, новые начинания и неограниченные возможности изменить курс. Почему вы сомневаетесь в своих утверждениях и утверждайте:
Доверьтесь Вселенной, перестаньте нетерпеливо задаваться вопросом о времени, в которое вы заслуживаете получить. Ваш путь уже ясен, ваша любовь уже выровнена, ваше изобилие уже накоплено, ваш успех уже установлен. Отдайтесь процессу, дело сделано. Вы связаны с бесконечным источником всего сущего. Ты любовь, ты радость, ты изобилие. Вы излучаете вокруг себя положительную энергию. Вы ожидаете чудес и благословений во всех их формах. Хорошие вибрации возвращаются к вам в усиленном виде. Бог говорит, что Он работает за кулисами, чтобы даровать вам великое благословение. Иисус – это путь, Бог – это истина, свет и жизнь для вас, открывающий путь, который приведет вас к вашему величию. Я знаю, что вы можете чувствовать себя перегруженными счетами, но я готов дать вам финансовое освобождение. Я посылаю инвесторов, которые будут финансировать ваши идеи, мечты и видения. Вам не нужен кредит, все, что вам нужно, это вера. Не бойся, ибо я с тобой. Не унывайте, ибо я ваш Бог. Укреплю тебя, помогу тебе, поддержу тебя правой рукой моей праведной. Я буду сражаться за тебя, тебе просто нужно сохранять спокойствие. Дорогой Бог, я рассказываю тебе о своих финансовых трудностях, зная, что ты позаботишься о моих нуждах и не позволишь мне утонуть под этими бушующими волнами. Я верю, что ты спасешь меня из этой ситуации. Меня беспокоят все эти счета, которые я должен оплатить, но я непоколебимо верю в вашу силу спасти меня. Я ценю ваши обещания об избавлении. Мне не нужно бояться, потому что я надеюсь на тебя. Славлю тебя, мой чудотворец. Аминь. В последнее время ты стал намного счастливее, и очевидно, что ты не можешь перестать улыбаться, потому что знаешь, что тебя ждет. Прорыв, которого вы ждали, признаки которого с каждым днем становятся все более очевидными. Пусть это будет момент, когда вы отпустите ситуацию и позволите Вселенной взять под свой контроль. Единственное, что остается сделать, это поверить, что этот процесс носит исключительно позитивный характер. Главы впереди, ждите их бесконечного волшебства. Вселенная не создала вас для того, чтобы проводить дни, беспокоясь о вещах, которые вы не можете контролировать. Он создал вас мудрыми, изобилующими и радостными во всех сферах вашей жизни. Несмотря на любые перипетии, и чтобы вы стали источником любви и радости для окружающих. Доверьтесь Вселенной, доверьтесь себе, и все проявится для вас в идеальное время вашего путешествия. Мысли управляются вашими эмоциями и наоборот. Успокойте свой разум настолько часто, насколько это необходимо, чтобы ваша интуиция могла говорить и быть ясно услышанной. Говорят, что откроются новые возможности, будут списаны долги, полностью оплачены счета и изменится ваше финансовое положение. Я никогда не оставлю тебя в трудной ситуации, я всегда буду перед тобой, рядом и позади тебя. В какой бы ситуации вы сейчас ни оказались, верьте, что я с вами, говорит Дух Господа Всемогущего. Бог говорит вам доверять Ему, то, что произойдет, не будет иметь ничего общего с вашей силой, вашими делами или вашими усилиями, а с Его силой, Его благосклонностью и Его целью. Вы собираетесь получить благословение из этого мира. Никогда не отказывайся от своей мечты, я верен, и я восстановлю тебя, я исцелю тебя и проложу для тебя путь. Я делал это раньше и сделаю это снова. Времена для вас были нелегкими, и иногда вам кажется, что слишком трудно продолжать, но вскоре в вашей ситуации произойдут изменения, где бы вы ни находились и с чем бы вы ни столкнулись. Я с тобой. Я не забыл тебя и твою семью. Ваше чудо ближе, чем вы думаете.
Лучшее еще впереди. Я почувствовал тревогу, растерянность и твою боль. Я видел слезы, которые ты пролил, за каждую слезу и за каждую бессонную ночь. У меня есть для тебя благословение. Боль, которую вы чувствуете, подходит к концу. Решение и божественная милость приходят к вам. Вы пробыли в этом месте достаточно долго, пора встать и прогуляться. Ваш прорыв взрывается, это чудо с вашим именем. Бог говорит вам, что Он услышал ваши молитвы и ваши слезы. Эта финансовая ситуация ждет чуда, этот страшный диагноз ждет чуда, эти разорванные отношения ждут чуда. Я проложу для вас маршрут в эти выходные или в конце этого месяца. Вы услышите поздравления. У меня на тебя большие планы, твои дни будут полны благословений, продвижения и роста. Прибудьте в молитве, ваш ответ ближе, чем вы думаете. Вы вступаете в новую главу, вы пойдете от ожидания к победе. Я превращаю вашу боль в силу, ваши страхи в сосредоточенность, а ваши трудности в решимость. То, что враг задумал во зло, я употреблю во благо. Поверьте мне сегодня. Бог говорит вам, что до конца этого месяца Он удивит вас бесконечным изобилием, хорошим здоровьем и процветанием. Если вы верите в Бога, поставьте лайк этому видео. Я заявляю, что пока вы не будете полностью благословлены, небеса не успокоятся. Во имя Иисуса я приказываю, чтобы все трудности и невзгоды в вашей жизни были устранены. Вы снова испытаете радость, обретите исцеление и преуспеете в своей жизни. Эти чудесные вещи произойдут не вашей собственной силой, а божественной благодатью вашего Небесного Отца. Напишите 111, если вы доверяете Богу и убеждены, что ваше следующее благословение придет неожиданно. Бог внимателен к вашим молитвам, поэтому досмотрите это видео до конца и будьте открыты для удивительных чудес. Божественная щедрость вскоре оставит вас очарованным. Всегда помните, что Бог никогда не игнорирует ваши слезы, ваши молитвы или вашу боль. Он слушает вас и спасает вас. Вы собираетесь вступить в новый этап свободы, процветания, удачи и силы. Итак, приготовьтесь получить все эти благословения во имя Иисуса. Поделитесь «Аминь», чтобы открыть путь благословений в вашей жизни. Бог говорит, что сегодня я превращу вашу боль в силу, а ваши трудности в возможности. Специально для вас у меня есть необычный план, который принесет процветание, исцеление и облегчение в стрессовых ситуациях, с которыми вы сталкиваетесь. Вам предстоит испытать богатство, успех, счастье и здоровье. Именно я выбрал вас для получения этих благословений, которые изменят вашу жизнь в ближайшие моменты. Приготовьтесь получить чудесные подарки, такие как любовь, деньги и полное здоровье. Бог уверяет нас, что вечный Бог рядом с вами, готовый защитить вас. Он будет сражаться с вашими врагами и даровать вам необыкновенный успех, пока вы будете Ему верны. Когда вы переживаете трудные времена, не отчаивайтесь, потому что Бог ответит на ваши молитвы, и ваши слезы превратятся в слезы радости. Узнайте, что самые важные отношения, которые вы можете развивать, это отношения с Иисусом Христом. Он обладает способностью исцелить ваше израненное сердце и утешить ваши самые глубокие раны. Когда Бог решит благословить вас, все будет работать в вашу пользу, какие бы препятствия другие не пытались поставить на вашем пути. Будьте благодарны за то, что у вас уже есть, и оставайтесь восприимчивыми к благословениям, которые приготовил для вас Господь. По Его милости вы получите еще больше. Радуйтесь чудесным планам Бога для вашей жизни,
будь то великое достижение, открытие счастливого брака или получение чего-то великого. Все негативные ситуации преобразятся, и Бог принесет благословение и исцеление вашим ранам. Сейчас настало время оправиться от всех сражений и неудач, с которыми вы столкнулись. Я здесь, чтобы вернуть все, что украл у вас враг. Наберите номер 1212, чтобы получить это видео и поделиться им с 5 людьми, которые верят в Бога. Дорогой сын, ты должен знать, что Бог был верен и будет верен тебе. Доверьтесь Ему и станьте свидетелем того, как Его обещания сбываются в вашей жизни. Я хочу передать вам особое послание. Я посылаю ангелов позаботиться о ваших финансовых заботах и счетах, которые вы должны оплатить. Эти ангелы также защитят вашу семью от любого зла. Помните, что вы не одиноки, потому что я рядом с вами на каждом этапе пути. Я здесь, чтобы защитить тебя, и ты сможешь найти убежище и безопасность под моими крыльями. Моя преданность будет подобна щиту, который защитит тебя от вреда. Вы можете довериться мне, и я проведу вас в трудные времена и буду рядом, когда вам это нужно больше всего. Ты очень особенный для меня. Я люблю тебя безоговорочно. Помните, что ваши слова имеют огромную силу. Как последователи Христа, мы призваны бороться с врагом и его влиянием посредством слова Божьего, молитвы и провозглашения Божьих обетований. Мы можем разрушить твердыни и одержать победу во имя Иисуса. Давайте помолимся вместе. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса я молюсь за эту новую неделю. Я приближаюсь к вам с сердцем, полным благодарности и хвалы. Я благодарю Тебя за все, что Ты для меня делаешь, и за то, что Ты так сильно меня любишь. Прошу, чтобы Твоя сверхъестественная милость превзошла все мои нужды по Твоим обильным благословениям. Я Твой Сын, чтобы подтвердить Твою веру. Иисус говорит, что эта неделя будет невероятной, полной прогресса, чудес и изобилия. Не теряйте надежды, продолжайте молиться и доверять мне, потому что я найду решение, даже если оно кажется невозможным. Мы должны выразить свою зависимость от помощи Божией, полностью доверяясь Ему и оставляя страх и сомнения на своем пути. Дорогой Бог, если на то будет Твоя воля, я прошу Тебя прийти в мой дом и забрать мои заботы и проблемы. Позаботься и исцели мою семью. Завтра произойдет нечто неожиданное, что заменит грусть, депрессию и финансовые трудности надеждой, радостью и изобилием. Покажите другим, что вы рядом с нами, снимая бремя, которое нас подавляет. Веди нас от боли, борьбы и нужды к исцелению, облегчению и изобилию. Благодаря молитве мы попадем в нужное место, встретим нужных людей и найдем правильные возможности. Начните молиться и ощутите победу в своей жизни. Бог разрывает негативный порочный круг, который удерживал нас от чего-то невероятного. Его вечная любовь к нам никогда не заканчивается. Будь то работа нашей мечты, спутник жизни или достижение, превосходящее наше воображение, Бог осуществит каждое обещание, которое Он вложил в наше сердце. Позволь нам вечно славить Тебя, Господь. Я столкнулся с трудностями на работе и ищу вашего совета. Я верю, что Ты знаешь подходящее время для всего. Я не хочу ходить по местам небрежно или раньше времени. Я полностью верю, что путь, который Ты проложил для меня, предназначен для моего блага и для прославления Твоего имени. Когда мы отдаемся поклонению, мы можем преодолеть трудные времена, направив свое внимание на Иисуса Христа, того, кто обладает силой решить любую проблему. Иисус – это связь между Богом и человечеством.
Он пришел в этот мир как божественный посланник, чтобы научить нас любви и прощению, показывая нам путь к вечной жизни. И если вы откроете свое сердце и исповедуете, что Иисус – Господь, веря в своем сердце, что Бог воскресил Его из мертвых, вы будете спасены. Сила Божья необыкновенна, и только Он способен превратить хаос в ценный урок, трудный опыт, во вдохновляющую историю веры, трудное испытание, в великий триумф, оскорбящего человека, в победоносного победителя. Дорогой Бог, я признаю Твое священное присутствие и благодарен за Твою благодать в моей жизни. Я прошу Вас помочь мне преодолеть препятствия, которые мешают моему прогрессу. Даруй мне силу и мудрость, необходимые, чтобы сохранить мою надежду, основанную на Христе. Я молюсь во имя Иисуса. Аминь. Сегодня я даю вам обещание, выходящее за рамки обычных слов. Слушайте внимательно, поскольку я несу послание, раскрывающее будущее, полное чудес и преобразований, не поддающихся человеческому пониманию. Я обещаю вам множество благословений, которые придут к вам спонтанно и без усилий. Мой интерес не ограничивается только обеспечением вашего экономического процветания, но и духовным ростом, который даст вам жизнь, полную радости, счастья и мира. И если вы не поделитесь этим посланием, вы упустите уникальную возможность, которую предлагает вам Господь, получить все, что Он приготовил для вас. Двери фортуны раскроются перед вами теплыми и доброжелательными волнами. Ваш путь будет вымощен исключительными возможностями, которые возникнут естественным образом и без препятствий. Деньги потекут могучей рекой, омывая вашу жизнь благополучными течениями. Вы будете благословлены обилием финансовых ресурсов, которые превзойдут все ваши ожидания и избавят вас от любых забот, которые могли у вас возникнуть. Все трудности, которые влияют на вашу жизнь, превратятся в возможности. Приготовьтесь войти в сезон, наполненный бесконечными чудесами и изменяющими жизнь благословениями божественной благодати. Получите свои благословения и наблюдайте, как умножаются ваши финансовые ресурсы, становясь свидетелями полного восстановления вашего здоровья и проявления безграничных благословений во всех сферах вашей жизни. Доверьтесь преобразующей силе Бога и позвольте Ему творить чудеса во всех аспектах вашего существа. Откройте свое сердце божественному изобилию и ощутите жизнь, полную процветания, благополучия и удовлетворения. Позвольте вере вести вас и помните, что в величии веры кроются чудеса божественной любви. Двигайтесь вперед с уверенностью и ожиданием, зная, что Бог с вами и что все, что вам нужно, находится в пределах Его могущественной и любящей досягаемости. Если вы верите в Божьи обещания для вашей жизни, напишите «Аминь». Грядут значительные перемены в ваших отношениях. Я даю вам эти обещания с абсолютной искренностью. Введите 222, чтобы удивиться благословением, которые Господь приготовил для вас. Филиппийцам 4 часа 19 минут нам обещано, что наш Бог восполнит все наши нужды по богатству своему в славе через Христа Иисуса. Этот отрывок содержит божественное обещание, основанное на неисчерпаемом богатстве нашего Небесного Отца. Это обещание дает нам надежду и поддержку, независимо от наших обстоятельств. Погружаясь в это, мы можем понять, как Бог может изменить нашу жизнь. Этот отрывок раскрывает щедрость Бога, который является владельцем всего, а также Создателем и Хранителем Вселенной. Его богатство неизмеримо и бесконечно, и нет предела тому, что Он может даровать нам. Бог восполнит наши нужды, исходя из своего собственного богатства, а не наших ограниченных возможностей. Божье обещание ясно, Он удовлетворит все наши нужды, не только некоторые или основные, но все из них.
Будь то финансовое, эмоциональное, физическое или духовное, Бог стремится позаботиться о нас. Более того, это обеспечение будет дано во славе, а это означает, что Бог благословит нас славными способами, превзойдя наши ожидания и раскрывая свою силу и доброту через свое обеспечение. Важно отметить, что божественное снабжение не исходит из случайного или безличного источника. Именно через Христа Иисуса Бог удовлетворяет наши нужды. Иисус – это канал, через который мы ощущаем божественное изобилие. Доверяясь Христу и признавая Его своим Господом и Спасителем, мы подключаемся к источнику бесконечного Божьего снабжения. В Иисусе мы находим удовлетворение и удовлетворение во всех сферах нашей жизни. Чтобы укрепить нашу веру, мы можем следовать некоторым путям. Во-первых, мы можем вознести молитвы к Богу, признавая Его бесконечную любовь и способность укреплять нашу веру и приносить нам радость. Во-вторых, медитация – это практика, которая позволяет нам успокоить ум и соединиться с Божественным на более глубоком уровне. Регулярно медитируя, мы можем обрести внутренний покой, ясность ума и более сильную связь с духовным присутствием. Медитация укрепляет нашу веру, постоянно напоминая нам о божественном присутствии в нашей жизни и открывая пространство для божественного откровения и вдохновения. В-третьих, практика благодарности – это мощный способ укрепить нашу веру. Культивирование чувства благодарности к благословениям, присутствующим в нашей жизни, и признание божественной доброты и любви помогает нам подтвердить наше доверие к Богу и Его постоянному обеспечению. Благодарность помогает нам сохранять позитивный и обнадеживающий взгляд на жизнь. Отрывок из Филиппийцам 4 часа 13 минут открывает глубокую и преобразующую истину: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Это смелое заявление показывает, что у нас есть источник силы. Источником этой силы является Христос Иисус, в котором мы находим силу, превосходящую наши собственные ограничения и способности. Благодаря силе, которую мы получаем от Христа, нет пределов тому, чего мы можем достичь. Мы можем справиться с любым вызовом, преодолеть любые препятствия и добиться всего. Наша сила исходит не от нас самих, а от Бога. Именно в их предоставлении и обучении мы обретаем уверенность и безопасность. И если мы хотим ощутить преобразующую силу этих слов, мы можем повторить эту поэтическую молитву: «Возлюбленный Создатель, источник любви и света, мы возносим наши молитвы к Тебе, о добродетельный Бог. В Твоей бесконечной любви Ты направляешь нас и укрепляешь. Наша вера, дающая нам радость, давайте непоколебимо доверять Богу во всех сферах нашей жизни, признавая, что Он способен направлять нас, удовлетворять все наши потребности и наделить нас силой. Сила и способности, которые мы получаем от Христа, независимо от того, в какой ситуации мы находимся, мы можем противостоять ей смело и уверенно, зная, что Бог на нашей стороне, укрепляя и наделяя нас силой. Пусть эта истина найдет глубокий отклик в наших сердцах и вдохновит нас искать еще более глубокую связь со Христом. Пусть это наполнит нас жгучим стремлением жить полноценно, зная, что мы можем все в том, кто укрепляет нас. Моя вера в Бога укрепилась благодаря тому, что я с полной уверенностью подтвердил, что доверяю Его выбору времени и что так оно и будет. Я хочу поделиться с вами моментом размышлений. Не увлекайтесь крайностями мудрости, научитесь сохранять баланс посередине. Если вы будете бежать слишком быстро, вы утомите себя. Но если вы будете оставаться слишком неподвижным, вы в конечном итоге поглотите землю под своими ногами, и прежде чем вы это заметите, наступите на могилу. Не останавливайтесь, но и не пытайтесь бежать слишком быстро.
Идите размеренно, без спешки, но никогда не останавливайтесь на этапе прогресса. В нашей последней молитве мы обращаемся к Тебе, возлюбленный Небесный Отец, с глубоким чувством благодарности за это мощное слово, которое мы получили. Мы славим Вас за Вашу мудрость и за безусловную любовь, которая раскрывается через Священное Писание. Мы благодарим Вас за то, что Вы напомнили нам, что в Вас мы находим силу, обеспечение и способность достичь всего. С благодарностью мы благодарим за финансовое изобилие, которое приходит в нашу жизнь, признавая, что Вы являетесь поставщиком всех наших потребностей и что Вы благословляете нас изобилием, превосходящим наше воображение. Мы доверяем Вам и с благодарностью принимаем финансовые благословения, которые приходят на нашем пути, зная, что они являются плодом Вашей любящей заботы. Мы также благодарим Вас за мир, который Вы дарите нам в хаотическом мире, полном неопределенности. Ты наша твердая скала и наш истинный мир. Мы благодарим Вас за то, что Вы окутываете нас своими объятиями безмятежности, даруете нам и позволяете ей переливаться на окружающих, создавая тем самым атмосферу спокойствия и доверия. И, наконец, мы благодарим Тебя за то, что Ты даришь нам радость в любых обстоятельствах. Мы признаем, что истинная радость исходит от Вас, а не от внешних обстоятельств. Мы благодарим Тебя за то, что Ты наполнил нас сверхъестественной радостью, которая позволяет нам встречать жизненные трудности с верой и надеждой. Позвольте радости перелиться в нашу жизнь, делая наши дни ярче и положительно влияя на каждый аспект нашего существа. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твою обильную благодать и милость в нашей жизни. Наполните наше сердце постоянной благодарностью и укрепите нашу веру, признавая Вашу любовь и заботу во всех сферах нашего существования. Пусть Слово, которое мы получили сегодня, будет не только мимолетным учением, но и постоянным образом жизни в нашем путешествии. Дайте нам силу во имя Иисуса, нашего Спасителя и Кормильца. Мы молимся и благодарим Вас. Аминь. Сегодня Бог открывает вам, что следующая неделя принесет необычайные и захватывающие события. Вы совершите важные открытия и получите еще больше благословений по божественной благодати. Ставьте лайк под видео, если верите в Бога. Небеса откроются и пошлют дождь, чтобы благословить вашу землю и ваш труд. Ваша жизнь будет продолжать улучшаться, и ваши финансы и личная жизнь снова будут процветать. Бог сделает невозможное возможным для вас. Так что будьте готовы, потому что чудо, которое изменит вашу жизнь, уже в пути. Напишите «Я доверяю вашим словам», чтобы заявить об этом, поскольку Бог говорит, что боль, страдания и бессонные ночи скоро закончатся. Бог окружит вас всем, чего вы ждали и о чем плакали. Благословения любви, крепкого здоровья и благополучия будут сыпаться на вас бесконечно. Если вы посмотрите это видео до конца, Бог откроет двери, которые никто не сможет закрыть. Он прокладывает для вас путь, даже когда кажется, что выхода нет. Во имя Иисуса я провозглашаю вам милость, доброту и благословение. Бог превратит вашу печаль в радость. Молитвы, которыми вы молились, теперь получают ответ. Оставшаяся часть года станет временем великих перемен, открытий и чудес. Введите 110, чтобы заявить о чуде. Бог утверждает, что прежде чем этот месяц закончится, Он даст вам повод для празднования. К вам придут благословения, ваши финансы увеличатся, вам будет даровано исцеление, и чудеса будут происходить, когда вы в них нуждаетесь. Это также превратит вашу боль в силу, ваши страхи в сосредоточенность, а ваши трудности в решимость. Даже когда враг попытается причинить вам вред, он будет использовать это вам во благо.
Поверьте мне, потому что у меня есть замечательный план на вашу жизнь. Бог в своей милости предлагает восстановление за каждую ошибку, новое начало за каждую неудачу и возмездие за каждую неудачу. Обещания, которые Он дал вам, все еще в силе. Поэтому сегодня будет день, полный хороших новостей, новых возможностей, исцеления, любви и благодати Божией. Это будет благословенный день для вас и вашей семьи. Ваше положение улучшится, здоровье укрепится и финансы увеличатся. Чудеса и благословения уже на пути к вашему дому. Напиши 1212, если ты этому доверяешь, дорогой сын. Бог готовится удивить вас ливнем чудесных благословений. Оставайтесь на связи с Его присутствием и следуйте Его Слову. Отпустите сомнения и страхи, которые пытаются контролировать вашу жизнь. Я заявляю, что сегодня вы получите ответы на свои молитвы. Бог украсит вашу жизнь, и вы скоро вступите в новый сезон. В этом месяце вы будете полны радости, потому что благосклонность и чудеса станут вашей новой нормой. Я заявляю, что оставшаяся часть этой недели будет для вас полна величия. Бог пошлет вам изобилие, новые возможности и исцеляющие благословения. Благословение работы, машины и подходящего человека, которого вы так долго ждали, уже в пути. Держите Бога на первом месте и верьте в Его идеальное время. Этот конец года будет полон хороших новостей, благословений, новых возможностей, исцеления, любви и Божьего благоволения. Есть важное благословение, предназначенное специально для вас. Он был разработан и изготовлен специально для вас и уже на пути к вам домой. Так что примите с верой. Напишите «Я верю, я буду благословлен» и поделитесь этим видео со своими близкими. Иисус говорит: «Я заявляю, что вы сильны и здоровы». Это будет год огромной энергии и продуктивности для вас. Вы проживете долгую, здоровую и сильную жизнь, делая все, к чему призвал вас Бог. Во имя Иисуса, возлюбленный сын, знай, что у Бога есть чудесный план, разработанный специально для твоей жизни. Это план, который приносит добро, удовлетворение и совершенство. Этот план наполнит вас надеждой на будущее и внесет сияющий свет в вашу жизнь, благословляя окружающих. Бог в своей бесконечной милости прославит Его имя. И ты станешь ближе к Нему. Вы можете быть уверены, что ваше здоровье, отношения и финансы будут восстановлены. Я хочу, чтобы вы доверяли мне и понимали, что я усердно работаю от вашего имени, чтобы добиться необходимых вам прорывов. С какими бы трудностями вы ни столкнулись, помните вдохновляющую историю Давида и Голиафа. Давиду не нужно было знать силу Голиафа, потому что он уже знал степень моей силы. Ничто из того, с чем вы столкнетесь сегодня, не сможет доминировать надо мной, и никакое препятствие не будет слишком большим, чтобы его можно было преодолеть в моем присутствии. Утешайся, дорогой сын, зная, что ты никогда не одинок. Я всегда с вами, забочусь о вас и активно работаю, чтобы даровать вам благословения, которых вы заслуживаете. Я также хочу обратиться к любым негативным словам, которые вы могли произнести, к любым словам, которые идут вразрез с вашей судьбой. Силой крови Иисуса я отменяю и аннулирую их все во имя Твое. Все, что я прошу, это чтобы вы поверили в Меня и позволили моим благословениям свободно течь в вашу жизнь. Я Отец Небесных светил, и именно я дарю вам все хорошие и совершенные дары, которые вы получаете в своей жизни. В отличие от мимолетных теней, я постоянен, неизменен, вечен и тверд. Я всегда рядом с вами, провожу вас через все бури и испытания, с которыми вы можете столкнуться.
Мое любимое дитя, я призываю тебя произнести вслух следующие слова. Сегодня я открыт для того, чтобы получить изобилие любви, исцеления и благословений, которых я заслуживаю. Напишите 222, если верите в это. Бог говорит, что вся ваша семья испытает невероятные исцеления и финансовые чудеса именно тогда, когда они им понадобятся, во имя Иисуса. На вашем пути ждут удивительные и захватывающие события. Дорогие мои, это может быть работа, о которой вы всегда мечтали, счастливый и полноценный брак или прорыв, которого вы никогда раньше не переживали. Подготовьтесь к следующим 3 дням, ведь это будет время значительных перемен и трансформаций. Чудеса, благословения и прорывы заставят вас трепетать перед невероятной силой и любовью, исходящей из более высокого источника. Помните, что самые важные отношения, которые вы можете построить, это с моим Сыном Иисусом. Он твой Спаситель, твой Искупитель и твой товарищ. Когда вы переживаете трудные времена, Он исцелит ваше раненое сердце и принесет вам утешение. Даже в самые мрачные моменты Он направит вас и принесет свет на ваш путь. Доверьтесь Ему, и Он никогда вас не подведет. Теперь давайте вместе произнесем эти слова. «Дорогой, Господь, я выбираю Тебя. Я предаюсь Тебе, принимаю Твое прощение и приглашаю Тебя быть самым важным присутствием в моей жизни как моего Спасителя и Господа». Вступая в этот новый этап своей жизни, имейте в виду, что это время, когда хорошие вещи придут к вам в изобилии. Вы будете испытывать успех за успехом, победу за победой и открытие за открытием. Я готов принять, сын мой. Я знаю, что это возможность постучиться в твою дверь. Ваши долги будут аннулированы, а счета будут полностью оплачены до конца этого года. Так что посмотрите это видео до конца, чтобы получить его. По милости Божией у меня есть сила полностью изменить вашу жизнь, уведя вас от финансовой борьбы к богатству и изобилию. Этот конец года будет лучшим для вас и вашей семьи, полным счастья, исцеления и финансового благополучия. Поверьте, что я Бог чудес, способный превратить ваши трудные минуты в прекрасное утро. Я всегда с тобой, направляю тебя, утешаю и защищаю. Помни, что ты особенный для меня. Я люблю тебя, несмотря ни на что. Бог объявляет вам, что на следующей неделе Он увеличит финансовые благословения, которые вы получите, умножив их в 3 раза. Откройте свое сердце, чтобы принять эту умноженную услугу, и приготовьтесь ко времени финансового изобилия, которое облегчит ваше финансовое бремя и поможет вам погасить свои долги. Доверьтесь моему времени, поскольку я постоянно работаю за кулисами, организуя чудеса от вашего имени. Всегда помните, что я ваш Бог. Я создал тебя и буду заботиться о тебе до конца твоей жизни. Будьте готовы к большому чуду на этой неделе. Бог улучшит ваше финансовое положение, исцелит ваше тело, аннулирует ваши долги, восстановит ваш брак и поможет вам преодолеть ваши зависимости. В течение года вы будете получать неожиданные благословения, хорошие новости и чудеса. Вы обретете исцеление, счастье и достигнете большего, чем когда-либо могли себе представить. Двери крепкого здоровья и процветания широко откроются для вас, потому что я осыпаю вас благословениями и чудесами, которые изменят вашу жизнь, как никогда раньше. Иисус говорит вам: «Поздравляю, мои трудные времена подошли к концу». Дорогая дочь, твои трудные времена подошли к концу. Я дам вам много благословений, о которых вы молились: любовь, исцеление, деньги и новые возможности. Бог благословит вас и защитит вас, Он будет сиять вам, показывая вам свою доброту, и Он будет смотреть на вас с благосклонностью, даруя вам мир.
Всегда помни, что я с тобой в хорошие и плохие времена, в радости и печали, в благословениях и испытаниях. Я твой верный спутник на протяжении всего твоего путешествия, дорогое дитя. В течение следующих 3 месяцев вы увидите, как мои обещания сбываются. Богатство, которого ты желаешь, придет к тебе, потому что я приготовил его для тебя. На вашем банковском счете будет больше денег, чем вы когда-либо могли себе представить. Заявите об этом вслух. Господь, я молюсь об удивительных открытиях и благословениях в моей жизни, зная, что нет ничего невозможного, когда ты рядом со мной, во имя Иисуса. Иисус обещает обильные благословения для вас и ваших близких в эти выходные. Вы особенный, и Он очень любит вас. Откройте свое сердце, чтобы получить эти благословения, и приготовьтесь к счастливой, благополучной и полноценной жизни. Как напоминает нам Священное Писание, Господь терпеливо награждает тех, кто ждет Его и усердно ищет Его присутствие. Мудро спокойно ждать спасения Господня. Напиши Иисусу, моему Спасителю, чтобы подтвердить это. Он говорит, что нужно подготовиться к позитивным преобразованиям в своей жизни. Вы сдерживали слезы и терпеливо ждали, но теперь Бог посылает вам помощь, решение, исцеление, благословение и удивительные чудеса. Твоя добрая боль скоро закончится, и ты перестанешь плакать, потому что с тобой вот-вот произойдет что-то невероятное. Вместо того, чтобы беспокоиться, вознесите свои молитвы и просьбы Богу, и в ответ Его мир, который находится за пределами человеческого понимания, защитит ваше сердце и разум. Когда вы обеспокоены или расстроены, утешайтесь знанием того, что Бог с вами, готовый дать вам силу, руководство и защиту. Обещание провести вечность с Богом на небесах наполняет нас надеждой и волнением. Представьте себе бесконечную радость и покой, которые ждут нас в Его любящих объятиях. И если вы посмотрите это видео до конца, ваше здоровье улучшится, и вы почувствуете рост и успех в решении своих финансовых проблем. Позвольте мне помочь вам исцелить вашу боль и залечить раны вашего прошлого. Я восстановлю все, что вы потеряли, и предоставлю вам ресурсы, необходимые для финансового процветания. Бог меняет ситуацию ради тебя, дорогое дитя. Он обильно благословит вас и вашу семью, принеся исцеление во все ваши начинания. Введите «Я благословлен» во имя Иисуса. Господь говорит, что Его планы относительно тебя благие и принесут тебе процветание. Это не повредит тебе. На этой неделе вы увидите улучшение в своем бизнесе, здоровье, отношениях и финансах. Я сделаю в твоей жизни удивительные вещи, которые окажут большое влияние. Я подарю себе бесконечный поток благословений, которые принесут вам больше улыбок и финансовый успех. Приготовьтесь к чудесным вещам, которые я приготовил для вас. Сегодня я заявляю, что Бог превратит вашу боль в радость. Он откроет двери и создаст возможности именно для вас. Вы не представляете, что Бог приготовил для вас и вашей семьи. Слава Богу, Отцу Господа нашего Иисуса Христа, Отцу сострадания и утешения, утешающему нас в каждой жизни. Независимо от того, какие цели вы преследуете на этой неделе, заявите, что успех принадлежит вам. В какой бы битве вы ни участвовали, объявите, что победа за вами. С какими бы трудностями вы ни столкнулись, заявите, что преодолеете их. Ваша неделя изменит вашу жизнь в лучшую сторону, и это произойдет во имя Иисуса. Господь Иисус говорит, что это время восстановления. Он вернет вам то, что враг отнял у вас, и восстановит ваш мир и процветание. Он хочет обильно благословить вас как материально, так и духовно.
Примите эти подарки с благодарностью. Ваши дни боли, стресса и разочарования закончатся. Я предоставляю вам свободу жить жизнью, полной радости, мира и удовлетворения. Я хочу, чтобы даже в этом году вы испытали хорошее здоровье, прочный мир, безграничную радость, финансовые улучшения и уверенность в том, что я позабочусь о ваших планах. Вы увидите положительные изменения в своей жизни. Прогресс вместо застоя, изобилие вместо недостатка, ясность вместо смятения и мир вместо боли. Я знаю, что многие из вас борются с зависимостью, депрессией и грустью, но я Бог свободы и могу разорвать цепи, связывающие вас. Я обильно благословлю вас на избыток, создав наследие процветания для вашего будущего и будущих поколений. Продолжайте смотреть это видео до конца, чтобы получить мои благословения. Говорите вслух и заявляйте Вселенной, потому что ваши слова имеют силу. Скажите с уверенностью, что ваш банковский счет резко увеличится, и на нем окажется больше денег, чем вы можете себе представить. Дорогое дитя, когда ты чувствуешь слабость и усталость, помни, что я – твоя сила. Когда тебе будет плохо, я принесу тебе счастье. Если ты откроешь мне свое сердце, я улучшу ваши отношения, исправлю то, что сломано, и принесу любовь и единство. Дорогие мои друзья, поверьте, я вас очень люблю. Верьте всем своим сердцем, что я могу сделать что-то лучше. Точно так же, как я контролирую небо и землю, я также контролирую вашу жизнь. Не сомневайтесь в моей силе как Господа, предводителя воинств Бога Небесного. В этом году ваша жизнь будет полна благословений. Я предоставлю вам необходимые ресурсы и дам вам возможность помогать другим. Даже если ты этого еще не видишь, я уже работаю в твоей жизни. Я превращу плохие ситуации в хорошие, я превращу печаль в надежду и обильно благословлю тебя. Я понимаю, что многие из вас столкнутся с трудными временами, будут бороться с зависимостями, испытывать депрессию или грусть. В этом году я защищу ваш дом от вредных болезней и бед. Моя любовь и защита окружают тебя. Я никогда не оставлю тебя и не оставлю тебя. Я предоставляю возможности, которые изменят вашу жизнь, и помогаю вам преодолеть долги. Я оплачу ваши счета и улучшу ваше финансовое положение. Если вы чувствуете себя подавленным, отнесите свои беспокойства, сомнения и страхи Богу, потому что Он может справиться с ними. Вы получите эту работу, эту школу, и вас повысят по службе. Вам будут представлены возможности освобождения от долгов и токсичных ситуаций. Иисус говорит, что на этой неделе вы испытаете финансовое чудо, которого вы никогда не ожидали, и оно будет настолько значительным, что повлияет на будущие поколения. Я верный поставщик и в нужный момент открою двери рая, чтобы благословить вашу жизнь. Все, что вы сделаете, будет благословлено. Все ваши тревоги, страхи, стресс и боль уйдут, и вместо них вы получите исцеление Божьей любовью, благословение и вечный мир. Вы почувствуете мир и изобилие во всех аспектах своей жизни благодаря всепоглощающей милости Бога. Я знаю, что я не Бог наказания. Я здесь не для того, чтобы судить или осуждать вас, а для того, чтобы предложить прощение и любовь. Дорогой сын, я тот, кто создал все, что ты видишь вокруг себя: небо, землю, воду, горы, солнце и звезды. Добро пожаловать в новую главу вашей жизни, особый этап, полный безграничных возможностей. Оставьте свои заботы и печали позади, ибо я с радостью заменю их благословениями и процветанием. Помолитесь об этом вместе со мной. Я верю, что вся моя семья может пережить чудесное исцеление,
и я верю, что чудеса произойдут тогда, когда они в этом больше всего нуждаются. Боже, наш Создатель неба и земли, как нам повезло, что мы окружены красотой Твоего творения. Мы благодарим Вас за звезды, закат, море, цветы, деревья и всех животных, которых Вы создали. Мы славим Тебя за красоту земли, гор, долин, солнца и луны. Аминь. Бог говорит вам, что пришло время снова улыбнуться. Всегда помните, что вы не одиноки в этом. Давай я тебе помогу. Мои ангелы с тобой и защищают тебя. Расслабься и верь в меня. У меня на тебя замечательные планы. На самом деле, вам нужно снова волноваться, потому что планы, которые у меня на вас, больше, чем вы можете себе представить или попросить. Лучшее еще впереди. Если вы доверяете Богу, покажите свою благодарность Иисусу, поставив лайк этому видео. Благословения будут следовать за вами, защищать вас. Святой Дух будет вести вас, и исцеление придет к вам. Ни одно кованое оружие не будет иметь успеха. Ваши финансы умножатся. Ваш урожай приближается. Вы защищены и направлены, и все ваши потребности будут удовлетворены. Всегда доверяйте планам Бога. Вы находитесь на правильном пути, и Он ведет вас к важным возможностям и большому успеху. Продолжайте усердно работать и наблюдайте, как воплощаются ваши мечты. Бог говорит, что грядут перемены, и они дадут возможность найти вас. Неожиданные благословения придут к вам внезапно. Вы встретите нужного человека, ваше здоровье улучшится, и у вас будет достаточно денег, чтобы оплатить все счета и сделать что-то дополнительное для своих детей. Сегодня я поворачиваю ситуацию в вашу пользу. Бог говорит вам, что для вас вот-вот откроется новая дверь. Проблемы, с которыми вы сейчас сталкиваетесь, скоро закончатся. Вскоре вы получите внезапную лавину возможностей и благословений, которые проложат вам путь. Будьте терпеливы и доверьтесь моему выбору времени, потому что это вот-вот произойдет. Мой Святой Дух окружает вас, давая вам силу и комфорт в вашей жизни. Вы почувствовали мое присутствие и мое желание поговорить с вашим сердцем, и я готовил вас разными способами. Мои послания, написанные на страницах вашей Библии, сегодня ярко сияют перед вашим искренним сердцем. Вы открыли мне свое сердце, возрождая завет, который мы разделяем. Вы предлагаете мне свою веру, доверие и полноту своей надежды. Поверьте, что я слышу ваши молитвы и отбрасываю бремя беспокойства, которое может заставить вас думать, что ваши слова не достигают небес. В тот же день, когда ты воззвал, ангел покинул мой небесный трон, держа в руках ключ к твоему освобождению. Вы особенная душа, участвующая в небесной битве за свою жизнь. Противник стремится утянуть вас вниз и желает вашей неудачи, но мои небесные армии сражаются против этих сил зла. Проблемы, которые произошли с вами, не являются простыми совпадениями, они служат определенной цели. Я призываю вас быть бдительными и мудрыми, быть осторожными в своих словах и с осторожностью делиться своими самыми сокровенными мыслями. Враг стремится поглотить вас, использовать ваши уязвимости и сломить вашу веру ложью и обманом. Ваше будущее – это полотно чудес и чудес, и хотя какое-то время вы можете столкнуться с испытаниями, знайте, что ваши проблемы не вечны, они исчезнут. Бремя, которое вас тяготит, будет снято, и те, кто причинил вам боль, смогут вернуться в поисках прощения, но помните, что ваша вера и доверие должны оставаться закрепленными только во мне. Даже когда другие обещают тебе мир, держись знания, что только у меня есть сила благословить тебя и защитить от зла.
Я источник истины, и я никогда не подвожу и не обманываю. И если вы доверитесь пустым обещаниям лживых сердец, ваши благословения рассеются, как ветер, а некоторые из них могут никогда не вернуться. Итак, это ваш момент. Закрепите свою веру в моем могущественном и вечном слове, неизменном и прочном во времени. Приближается время принятия решения. Выберите мою любовь, мою привязанность и примите ее полностью. Дайте торжественное обещание встречаться со мной каждое утро, чтобы слушать и погружаться в Слово, которое осветило ваш путь и дало вам цель. Не бойтесь, когда вы предстанете передо мной, ибо я жажду услышать ваш голос, независимо от вашего состояния или эмоций. Мои двери широко открыты, и мои уши внимательны. Приходите до восхода солнца, это идеальное время, чтобы передать мне свои пожелания и почувствовать мои любящие объятия. Говори со мной открыто, потому что твои слова отражают твои мысли, и оставить для меня место в твоем сердце – это благоухающее подношение. Поделитесь своими мечтами, потребностями, разочарованиями и сомнениями. Расскажи мне все, ведь я твой друг, единственный, кто по-настоящему тебя понимает и понимает. Вас могли потрясти бури невзгод, приведшие к неожиданным моментам беспокойства. Удар презрения и жестокости, возможно, ранил вашу душу, заставив вас задыхаться и жаждать мира. Мое слово принадлежит вам, и вы получите его. Я наполню твое сердце силой среди испытаний, ты обретешь душевное спокойствие, когда ты слаб, ты найдешь во мне свою силу, и когда ты споткнешься, страх не поглотит тебя. Держитесь моих обещаний, когда ваше бремя станет непосильным, придите ко мне. Не забывайте, что я с вами, и не позволяйте сомнениям лишить вас благословений, которые вас ждут. Я благословляю тебя, потому что я люблю тебя и решил сделать это. Сегодня день особого значения, день победы, которым вы будете дорожить вечно. Эти обещания скреплены моей собственной кровью. Ты познаешь счастье, и я подарю тебе вечную жизнь в моем присутствии. Слез и боли больше не будет. Это твой знак, открой глаза. Проблемы, которые вас обременяют, исчезнут, и помощь, которую вы ищете, уже в пути. Знай это, сын мой, я глубоко люблю тебя. Сегодня моя любовь проявляется. Скажи мне, что любишь меня, скажи, что веришь в меня. Я понимаю ваше беспокойство, я знаю, что часто кажется, что дела идут не так, как вы ожидали, и разочарование омрачает ваш путь. Проявите терпение. Я буду направлять вас во всем, что вас касается. Я раскрою свою великую силу в вашей жизни, превращая разногласия в значимые и целенаправленные результаты. Вы имеете для меня огромную ценность и важность, и я никогда не позволю вам попасть в ловушку опасных для жизни обстоятельств. Обращайте внимание на знаки, которые я посылаю вам, и не вступайте на пути, по которым я вам не указал. Я чувствую многое из того, что скрыто, опасности, которые ты не можешь понять, скрытые намерения в сердцах других. Не все, кто утверждает, что они друзья, делают это искренне. Не расстраивайтесь из-за фальшивых друзей, которые быстро злятся по пустякам, а затем исчезают из вашей жизни. Не сомневайтесь, что ваши молитвы услышаны. Обстоятельства, которые кажутся застойными или несогласованными в вашей жизни, являются ответами на ваши молитвы о защите от вреда, невзгод и лживых душ. Знайте, что я слушаю и спасаю вас в таких ситуациях. Дышите глубоко, потому что я приношу мир и утешение в ваше сердце. Я разъясню вам все, верьте, что я помогаю вам и готовлю вас к чудесным вещам. Поймите, что все дела требуют времени, мне приходится часто менять ландшафт, убирать препятствия и разбирать ловушки со своего пути.
Когда придет время двигаться вперед, ты сделаешь это безопасно, понимаешь? Я никогда не отпускал твою руку, я никогда не отдалялся от тебя. Я сдержал свое обещание, теперь вы должны внести свой вклад. Доверьтесь мне, имейте веру, будьте храбрыми и держите голову высоко. Оставьте бремя печали позади, я здесь, чтобы помочь, утешить и залечить ваши раны. Осознайте, что даже в самых тяжелых испытаниях вы никогда не одиноки. Отбросьте мысль, что в моей любви вам отказано, это никогда не так. Ваши трудности могут быть значительными, но моя любовь к вам бессмертна, и я всегда буду держать вас за руку. Я слышал твои крики, чувствовал, что твое терпение на исходе, и чувствовал твое отчаяние, пока ты искал дверь. Возможно, вы искали не там, где нужно, потому что перед вами всегда была дверь. Я твой путь, твоя надежда, твоя истина и твое будущее. И если вы решите поверить и прийти ко мне посреди ваших испытаний, вы выйдете из этой суматохи в подходящее для меня время и так, как я считаю нужным. Будьте уверены, я проведу вас к выходу. Если ваше терпение уменьшилось и вы устали ждать, я подарю вам больше терпения и большую силу. Я изолью на тебя свой мир. Не сдавайтесь сейчас, ведь вы на грани достижения. Мечта всей вашей жизни имеет решающее значение. Крайне важно, чтобы вы всем сердцем верили и доверяли мне во всей вашей поддержке. Проконсультируйтесь со мной, прежде чем принимать какие-либо решения, поскольку риск того, что вы заработали, может иметь серьезные последствия. Помните, что вы не участвуете в соревнованиях, и вам не нужно доказывать себя другим. Ваша вера в меня уже продемонстрирована, теперь просто идите твердыми и мудрыми шагами. Вы достигнете места благословения и процветания, которого так жаждете. Делая шаг к земле обетованной, держите эти слова при себе. Вас и вашу семью ожидает период глубоких благословений. Ваша вера выстояла, и вы твердо стоите, готовые к победе. Отпусти наложенные на себя ограничения и прими правду о том, что ты мой любимый ребенок. Испытания, с которыми вы столкнулись в прошлом, сформировали вас, познакомив с муками жизни в страхе и борьбой с необоснованными тревогами в течение дня. Ваша душа вынесла тяжесть необоснованных страхов, и ваш дух выдержал муки неправильных мыслей. Хотя путешествие было болезненным, оно преподало вам ценные уроки. Сегодня вам хватит мудрости принимать мудрые решения и выбирать настоящих друзей. Ты идешь правильным путем в пределах моей воли. Вы настроены на успех и готовы вступить в новую эру необыкновенных чудес. Благословения, которые вас ждут, наполнят вашу жизнь силой и радостью. Примите их безоговорочно. Я изолью на тебя благословения до такой степени, что потекут слезы радости. Не поддавайтесь отчаянию. Я слушаю, защищаю и поддерживаю тебя. Я целитель, который освобождает вас, спаситель, который дает вам процветание. Ищи меня всем своим сердцем. Не забывайте чудес, которые я предназначил для вас. Ищите моменты осознанности, когда мой дух касается вашего сердца, сигнализируя о моменте трансформации в вашей жизни. Попрощайтесь сегодня с гневом и негативным влиянием. Погрузитесь полностью в реку моей любви. Когда я говорю нежно, не презирайте меня. Когда я твердо исправлюсь, наступит время сохранить мою вечную любовь. Я спасу тебя от врага, защищу твое покаянное сердце от всякого зла и исполню просьбы, которые ты приносишь мне с верой каждый день. Каждое утро жду тебя, ценя искренность и доверие к твоим словам. Поверь, что я отзовусь, что я внимателен и никогда тебя не брошу.
Когда усталость одолевает тебя, помни, что я с тобой. Ты можешь положить голову мне на плечо и довериться мне. Я ваш друг, ваше доверенное лицо, и не сужу. Твои секреты не вызывают моего гнева. Храни мои слова в своем сердце, пусть они обитают в твоем разуме. Мои обещания уведут ваши мысли от прошлого и закрепят ваши эмоции в настоящем. Будущее предлагает неограниченные возможности, и только те, кто встретит его смело и решительно, сохраняя веру и придерживаясь идеального момента, одержат победу. Дверь примирения открывается для вас. Утвердите свой путь прощением. Те, кто обидел вас и насмехался над вами, вернутся, проявив уважение. Они узнают, что я с тобой тверд и нерушим. Вы станете лидером, который повлияет на все сообщества и поможет многим. Верьте и будьте готовы, это произойдет. Не бойтесь, ибо у вас не будет недостатка ни в чем. Изобилие потечет к вам. Управляйте им мудро, смиренно умножайте его и, преклоняя колени в молитве, выражайте благодарность за благословения, которые вас ждут, даже если некоторые из них еще не пришли. Поблагодарите меня сейчас с радостью и верой. Ваши молитвы сильны и звучат перед моим небесным престолом. Слова, слетающие с твоих губ, подобны мечам, которые пронзают уныние, сомнение, печаль и отчаяние, побеждая каждую мысль о поражении и негативе. Возвысьте свой голос в знак благодарности, продолжайте восхвалять, поднимайте руки в поклонение. В этой духовной битве все негативные эмоции сегодня покинут ваш дом и никогда не вернутся. Глубокое чувство спокойствия наполнит ваше жилище. Откройте свои двери и окна, не бойтесь, ибо никакого вреда не произойдет. Мои ангелы расположились вокруг вашей семьи, всегда бдительно защищаясь от духовных нападений. Примите эту истину, вы не продукт случая. Я выбрал тебя и написал историю твоей жизни до сотворения Вселенной. Я смотрел на тебя с бесконечной любовью еще до твоего рождения и наделил тебя неукротимым духом и стойкостью победителя. Вы осознаете, что ваши прошлые невзгоды безмерно укрепили вас. Живите соответственно, пока эти слова резонируют внутри вас. Пусть растет убежденность в том, что в вашей жизни есть глубокая цель и что пришло время исполнить мою волю. Оставьте жалобы и недоумения по отношению к тем, кто пренебрег моим советом. Я подошел к ним напрямую и поговорил с ними. Они заявляют, что любят меня, но не верят моим словам. Я прошу вас не подражать его поведению и не искать его одобрения. Не полагайтесь на них в вопросах мотивации и счастья. Ваша помощь и сила исходят от Всевышнего, а не от тех, кто подвержен ошибкам и может подвести вас. Сегодня день, не похожий ни на один другой, день, который вы навсегда сохраните в своем сердце. Слушайте внимательно, ведь я говорю непосредственно с вами, стремясь создать интимную связь, наполняющую вашу душу теплом и пониманием. Отправляясь в путешествие к своей мечте, знайте, что вы идете в царство, выходящее за рамки обычного. Верьте с непоколебимой верой, потому что время пришло, и этот день принадлежит вам. Я хочу, чтобы ты понял глубину моей любви к тебе. Я здесь, чтобы защитить вас от жизненных бурь, чтобы твердо дать вам победу. Моя любовь к тебе – это маяк надежды, который проведет тебя сквозь самые темные ночи именно там, где ты находишься в этот самый момент. Я хочу, чтобы вы почувствовали это, переполняющую эмоцию, которая наполняет ваше сердце радостью, прогоняя тени печали. Почувствуйте, как тяжесть спадает с ваших плеч, на смену которой приходит новая сила и легкость, которая дает вам возможность подняться. Сдаваться – это не ваш вариант, вы на пороге триумфа.
Да, штормы могут бушевать громко, ветры могут бить вас, а волны могут безжалостно падать, но под защитой моих крыльев вы защищены, и в моих объятиях вы в безопасности. Я понимаю твою боль, мне знакомо чувство, когда те, кому ты доверял, становятся противниками, которые ранят твою душу гвоздем ненависти и хлещут тебя по спине кнутом жестокости. Я понимаю глубину любви, готовность отдать свое сердце, даже когда оно принимается с пренебрежением. Я точно знаю, через что ты проходишь. Ты знаешь это, моя дорогая, ты важна. Когда слезы текут родником, и душа твоя отягощена печалью и тревогой, я не сужу тебя за минуты твоей слабости. Вы должны понять, что только я могу по-настоящему помочь вам. Когда приближается опасность, отбросьте мысли о поражении и смерти. Тьма ушла, и теперь вы можете идти с непоколебимой уверенностью. В этот день я обновил вашу радость, укрепил вашу веру и запечатлел обещание доверия в вашем сердце. Я дал вам новое видение, новое желание, основанное на моем слове. Не тратьте драгоценное время, пытаясь убедить тех, кто пытается вас обескуражить. Их сердца могут быть закрыты для вашей точки зрения и веры, и они могут насмехаться над вами. Вы снова находитесь на этом пути, но вам не нужно их одобрение, потому что вы движетесь к победе, в то время как они идут к поражению. Они уже выбрали свою судьбу. И если тебя окружает одиночество, и ты жаждешь поддержки, помни, что у тебя есть я, доверься и наберись терпения, ведь я пошлю в твою жизнь нужных людей. Вы для меня немаловажны, вы представляете большой интерес. Я ценю тебя, я забочусь о тебе и глубоко люблю тебя. Всего через несколько дней победа будет за вами. Я никогда не опаздываю, прихожу именно тогда, когда я вам больше всего нужен. Я понимаю тяжесть ожидания и бремя бесконечных размышлений о будущем, которые отягощают твою душу. Вот почему я умоляю вас отпустить это тяжелое бремя, которое вас подавляет. Жизнь в постоянном страхе перед неизвестным – это не та жизнь, которую я предназначил для тебя. Не опускайте взгляд и не погружайтесь в заботы и тревоги. Я обещал творить для вас чудеса, открывать двери. Я всегда с тобой, и мое слово твердо. Дни и ночи в моей власти. Я вижу тебя, когда сон ускользает от тебя, когда твой ум мечется от забот, которые уже находятся в моих руках. Когда вас охватывает тревога, смело говорите и заявляйте, что в вашем сердце нет страха, потому что вы доверяете своему самому дорогому другу, вашему Богу, вашему Господу. Смотри, как твои страхи рассеиваются и никогда не возвращаются, и как твоя душа купается в освобождающем свете моего покоя. Живите полной жизнью и находите счастье в каждом моменте. Обещаю, что в разгар твоих сражений я буду шептать тебе тихим голосом, напоминая, что моя рука лежит на твоем плече. Столкнувшись с каждой атакой, я дам вам силы, необходимые для того, чтобы выстоять. Скажи мне, что ты веришь в меня, подчиняешься мне, потому что я убедил тебя своим словом. Вы зашли слишком далеко, чтобы сдаваться, вы должны продолжать идти. Я обращаюсь к вам сегодня, чтобы вселить в вас веру, смелость и непоколебимую силу, научить вас ждать меня, даже когда ваш дух утомляется. Сохраняйте спокойствие и поговорите со своим сердцем, заверив его, что бояться нечего. Контроль над вашей жизнью, вашими мечтами, вашей судьбой – все находятся в руках вашего любящего Отца. Ветры мира могут попытаться заставить вас забыть те времена, когда я приходил вам на помощь, но я приказываю этим ветрам и бурям прекратиться прямо сейчас. Я люблю тебя, никогда тебя не подводил и не буду откладывать.
Я здесь готов протянуть руку и спасти тебя. Скажи мне от всего сердца, кто любит тебя больше, чем я. Не сомневайтесь, я с вами, не колебайтесь сейчас, ведь победа уже в ваших руках. Я наполняю вас смелостью и верой, устраняю препятствия, побеждаю ваших врагов и исцеляю ваши эмоции, чтобы страх больше не держал вас в плену. Я избрал тебя для победы во всем и открываю для тебя двери рая и двери возможностей. Перестаньте недооценивать себя. Это не предложение, это приказ. Избавьтесь от сомнений в своей ценности и в тех великолепных вещах, которых вы можете достичь с моей помощью и силой. Послушайте меня, когда я скажу вам, что вы не одиноки, и я доказывал вам это бесчисленное количество раз. Я снабдил тебя всеми навыками, необходимыми для победы. Доверься мне и верь, я обитаю в тебе, дарую тебе мудрость, наполняя тебя силой и разумом, чтобы преодолеть любое испытание, каким бы обескураживающим оно ни казалось. Даже когда враги соберутся, чтобы победить тебя, ты не упадешь, и я освобожу тебя. Поверьте в эту истину и отпустите свои тревоги. Отпустите все сомнения и страхи и смело примите эти вызовы. Ты не будешь путешествовать в одиночку, моя могучая рука укажет путь, победив гигантов, преграждающих твой путь. Ты мой любимый сын, и я дал тебе силу победить любого врага, который встретится на твоем пути. Эти враги рассеются перед светом, который я поместил внутри вас, светом, который рассеивает тьму и ведет вас к великим победам и благословениям. Армия ангелов следит за каждым вашим шагом, следя за тем, чтобы вы не споткнулись даже посреди бури и тьмы. Поднимитесь сейчас и требуйте помазания на своих плечах. Ничто и никто не сможет противостоять тебе, потому что я твой могущественный Бог, твой защитник, твой источник силы, всегда на твоей стороне, поддерживая тебя в победе. Знай, моя дорогая, воплощая свои мечты в реальность, ты исполняешь мою божественную волю. У меня на тебя великолепные и чудесные планы. Жизнь испытала тебя своими испытаниями, а враг всеми возможными способами пытался тебя сломить. Они послали людей, чтобы обескуражить вас, людей, которые насмехались над вами, смеялись над вашей верой и ставили под сомнение вашу решимость. Но не бойтесь, ни один человек или ситуация не имеет власти над вами, ибо я ваш щит, ваш целитель, ваша сила. Я приложу свою могущественную руку к твоей жизни, исцеляя каждую рану и облегчая каждое печальное воспоминание в твоем сердце. Вы оставались стойкими в каждом испытании, которое враг пытался посеять раздор в вашей семье, на вашей работе, в вашем доме, но вы оставались твердыми в своей решимости не сдаваться. Я понимаю, что эти испытания сложны и трудны, оставляют внутри вас раны, влияют на ваши эмоции, ослабляют ваши мысли и истощают вашу решимость двигаться вперед. Вот почему я здесь сегодня, чтобы исцелить все, что было сломано в вашей жизни. Вы должны продолжать идти, оставаться в вертикальном положении и держать голову поднятой. Враг снова и снова пытался остановить твое продвижение, но если ты все еще стоишь сегодня, то это потому, что моя благодать укрепляет тебя, дорогой сын. Вы не одиноки, я здесь, чтобы восстановить то, что было потеряно, восстановить то, что было сломано, и обновить то, что было отнято у вас. Имейте веру, оставайтесь сильными и смело идите, зная, что я ваш Бог. Ветры мира могут попытаться стереть моменты, когда я пришел к вам на помощь, но я приказываю этим ветрам и бурям успокоиться. Я глубоко тебя люблю, я никогда тебя не подводил и не буду откладывать. Я здесь готов протянуть руку помощи и спасти вас в глубине вашего путешествия, через все испытания и невзгоды.
Я хочу, чтобы ты знал, что для тебя это не конец, ты не проиграешь эту битву, и я обещаю, даже когда ты почувствуешь, что весь мир отвернулся от тебя, помни, что я здесь с моей могучей рукой и легион ангелов на моей стороне. А мой дорогой Бог, пожалуйста, укрепи тех, кто устал держаться, и тех, кто чувствует себя забытым. Передайте сообщение, чтобы обновить надежду во имя Иисуса. Аминь. Сообщите им, что вы здесь, если ваши глаза видят это сообщение.